Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 8 марта. Но перед тем, как мы с вами будем делать расклад для каждого знака, я, конечно же, хочу поздравить всех моих подписчиц, ну и не просто, и гостей канала, девочек, женщин с 8 марта. Ну и себя вместе с вами тоже хочу поздравить. Хочу вам пожелать, чтобы этот день прошел для вас легко, весело, беззаботно, с подарками, чтобы вы были окружены вниманием и заботой. Ну, сейчас посмотрим, как он пройдет на самом деле, потому что, как известно, живем мы с вами не в сказке, к сожалению. Смотрим, Овны, 8 марта. Первые у нас идут Овны. 8 марта, пятница, события дня. Угу. Метла, может быть ссора, но метла это еще и уборка. Поэтому, может быть, решите порядки навести 8 марта. Успех также выпадает, успех в работе, в делах. Деловая встреча. Вот если у вас какая-то встреча намечена в этот день, то она пройдет успешно. Угу. Мешок с деньгами выпадает еще. Так, ну здесь не вижу. Проверяем горизонталь, вертикаль. Сначала горизонталь я смотрю. Горизонталь нет, теперь вертикаль. Нет, нет, нет. Ключик нельзя было, не сказала, когда выкладывала. Нет, и здесь тоже не вижу. Получается 4 события для вас. Первое событие, 2 варианта. Либо это будет небольшая ссора, мелкая с кем-то, несерьезная. Либо второй вариант это наведение порядков. Это вот как бы единственный минус. Дальше идет деловая, рабочая встреча, успех. Я думаю, что эта встреча может быть очень успешной для вас. И мешок с деньгами. Ну, опять же, здесь могут быть и поступления, но это могут быть и расходы по мешочку. Ну, в любом случае, какие-то финансовые операции будут в пятницу. Так что, Овны, вот такой день для вас. Благодарю за внимание, и я перехожу дальше к Тельцам. Смотрим Тельцы. 8 марта. 8 марта. События дня, Тельцы, пятница. Что у них будет? Покажите мне. Угу. Слезы, к сожалению, выпадают. Яблоко. Негативные эмоции. Корона. Корона – это общение с каким-то очень таким важным, влиятельным человеком, может быть. События в семье, в доме. И праздник. Опять же, 8 марта. Хорошие новости. Деловой разговор. Возможно, в разговоре получите какие-то хорошие новости, позитивные. Так, ну и смотрим горизонталь, вертикаль, конечно же.
Горизонталь я не вижу. Вертикаль нет. Маска, смотрите, обман. Опять же, в деловом разговоре вас могут обмануть. Человек будет одевать на себя маски, прикидываться кем-то другим. Обещать что-то и не выполнить потом. Так что вот здесь для вас прям предупреждение. Застолье также еще может быть. Ну, у вас тут выпало событие, с застольем будет. Ну, здесь нет. Получается, смотрите, первое событие было минус, это слезы. Возможно, будут слезы переживания в этот день. Общение с каким-то влиятельным человеком, и у вас выпадает деловой разговор, но обман. Я бы вам советовала делить все на 3, что будет говорить этот человек, и перепроверять, потому что карту показывает, он обманывает или она. Дальше будет какое-то событие, застолье, и будут также у вас и хорошие новости. Поэтому есть, видите, и хорошие события, и плохие. Нельзя сказать день 50 на 50. Такая история для вас, тельцы. Благодарю за внимание. Я перехожу дальше к близнецам. Близнецы. 8 марта. События дня близнецы. Покажите мне, что у них будет. Угу. Якорь, первое событие у вас. Новость, информация. Победа. Флаг. Конвертик. Получение. Тут смотрите, еще знаете, что где флаг, еще могла быть разлука, чемодан. Можно было и чемодан соединить, или чемодан, или флаг, в зависимости от того, что вы первое увидели, когда я взяла вот эту карту. Ножницы нельзя. Застолье. Лебедь. Верность. Ожидание. Корабль. Ну и проверяем, конечно, горизонталь, вертикаль. Горизонталь нет, вертикаль нет, 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 нет и нет. Значит, смотрите, что выходит. У вас, ну, в принципе, событий много. 4, 5, 6, 7 событий. Первое было якорь. Якорь обычно показывает остановку где-то надолго. То есть, скорее всего, с утра где-то вы надолго заякоритесь на несколько часов. Или еще, знаете, как может быть? Придет какая-то информация, сообщение, новость, которая вас остановит. Будет вас держать на одном месте. Дальше вас ждет победа в делах. В этот день гармоничные отношения в паре, какое-то застолье, получение, что-то будете получать, и ожидание вечером, ожидание каких-то событий. Так что вот так, в принципе, ничего плохого у вас здесь не выпало. Ну, по якорю, конечно, вот якорь и корабль. Как бы ваш корабль стоит в течение дня иногда на якоре, и как-то вот события не развиваются, не идут быстро. И это может вас, конечно, немножко раздражать, потому что вы, в принципе, у нас знак воздуха, вам всегда надо, чтобы было все быстрее. И вот вас может это немножко раздражать. Вот такая вот история, близнецы, для вас. Благодарю за внимание, я перехожу к ракам.
Смотрим, раки. Восьмое марта, пятница, раки, события дня. Угу. Смотрите, первое событие выпало весы, колебания, сомнения у вас могут быть в пятницу с утра. Деловой разговор. Возможно, в разговоре или после разговора у вас возникнут какие-то сомнения. Ключик. Ключ — это хорошо. Все в ваших руках в этот день. Угу. Глубокая печаль выпала. Хотя я повода для нее пока не вижу здесь. Для этой печали. Застолье. Практически у каждого знака выпадает. Причем, чтобы вы понимали, я когда карты соединяю, я кладу их сверху и снизу, которые парные, чтобы у них не было возможности повториться. Поэтому, когда они повторяются, значит, так должно быть. Верность. Неприятность нельзя. Кстати, смотрите, как интересно. Неприятность нельзя из-за колебаний сомнений. Вот эти колебания сомнения помогут вам избежать неприятностей. То есть, если у вас будут какие-то сомнения делать, не делать, ваше действие будет правильным. Ключ. Приняли правильное решение и избежали неприятности. Неприятность помогут избежать сомнения. Так, и здесь нет совпадений. Значит, смотрим. У вас в этот день будут колебания, сомнения. У вас будет деловой разговор. Ключ показывает, что вы найдете выход из любой ситуации. Вот все будет в ваших руках в этот день. Любые закрытые двери перед вами будут открываться. Может быть застолье. Где-то хорошо проведете время, посидите. Гармоничные отношения в паре будут. И единственный минус, который выпал, это глубокая печаль и разочарование. Но повода я не вижу здесь, если честно. То ли вы за кого-то будете переживать. Может быть, так как-то проиграется. Но у вас ничего не происходит. Я не вижу здесь повода. Так что вот такая история для вас, раки. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к львам. Сейчас будем смотреть, что у львов. Левушки. 8 марта. Марта, события дня, львы. Что ничего не вижу. Угу. Застолье. Опять же застолье. Практически у всех будет в этот день застолье.
свидание, приятная встреча. Хорошие новости, шарики. Открытие секретов тайн. В разговорах, возможно, кто-то вам свои секретики откроет. Конверт, получение. Получение хороших новостей. Это может быть также получение посылки, получение какого-то документа, получение подарка. Ну, подарок, конечно, бы выпал сам, но что-то вы точно получите в этот день. Общение с друзьями будет. Возможно, друг, подружка вам какую-то тайну расскажет. Здесь нет и здесь нет. Ну, у вас, смотрите, у вас шикарные события выпали. Первое показывает, что у вас будет какое-то застолье. У вас будет приятная встреча или, может быть, даже свидание романтическое. Общение с друзьями, будет хорошие новости. Вы услышите, откроются какие-то секреты или вылезет наружу информация, которая была спрятана, скрыта. И вы также что-то будете получать еще в пятницу. Замечательный день, Лёшки. Благодарю за внимание и перехожу я к девам. Так, смотрим девы. Дальше у нас идут. Восьмое марта. События дня для дев. Покажите мне пятница, что у них будет. Гости у вас выпадают. Финансовые поступления, прибыль. У вас будет доход в этот день. Любовь будет, два сердца. Якорь, остановка надолго. В гостях вы проведете много времени по якорю. Минимум несколько часов, минимум 2, а то и больше. Могут открыться тайны, секреты, опять же, в гостях, да, за чашечкой чая или чего-то другого. Раскроются разные секретики. Глубокая печаль. Тут, смотрите, два варианта. Либо колодец, либо можно было еще череп соединить. Или так, или так. Череп — это может быть плохое самочувствие. Новости. Информация. Исполнение желания. Ключик. Открытые двери, возможности. Конверт нельзя. И победу тоже нельзя. Ну, у вас, в принципе, ага, вот еще удача есть. У вас и так очень много событий выпало на пятницу. Значит, смотрите, что выпало. Гости. Будет общение с гостями, причем долго по якорю. Дальше у вас будут финансовые поступления в этот день, доход. У вас будет любовь, получение информации, новости в электронном виде. Поэтому проверяйте почту, мессенджеры. Будет открытие какой-то тайны. Узнаете секрет. Удача, везение на вашей стороне. Исполнится желание. Ключ показывает, что перед вами нет никаких преград. Открыты все двери в этот день. И единственный минус из вот этого всего, а событий много выпало, это сильные переживания, глубокая печаль. То есть какая-то ситуация вас очень глубоко тронет.
Но я думаю, что с вами она лично связана не будет, потому что у вас события хорошие. Это не ваше, не переживание не за себя. Вот, ну, как бы по событиям так видно. Может быть, конечно, тайна, которая откроется, приведет к этому настроению. Либо в разговорах кто-то что-то расскажет, и вы можете как бы расстроиться. Вот может быть так еще. Ну, к сожалению, видите, вот одно событие негативное есть. Как говорится, обойти мы его не можем. Показывает, что вы можете быть чем-то опечалены. Вот такая вот история для вас. Девы на пятницу. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и рыбок у меня уже будут во второй части видео. Ссылочку на вторую часть я оставила внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами увидимся уже во второй части.